Летери, бардак, щезы, мескервал, теп чаваш терли, кебееп курдам, ах, тавана, шубашкарды малавкара, венли пигетер лезевана, пахсасан, кушкая шара. Символично время начала занятий в Чувашской деревне. Цикл жизни был связан с природой, сезонными работами. Как раз в ноябре девушки садились за рукоделие, за вышивку. А завершением курса обучения станет дата 12 февраля, в день рождения Чувашского национального музея. К этому времени ученики школы смогут собственноручно украсить чувашской вышивкой свою одежду или аксессуары и блеснуть этой красотой. Первая часть будет теоретическая, вторая часть практическая, ради чего, в общем-то, мы и собрались. Но мы прекрасно понимаем, не давая основы теоретические, не рассказывая об истории вышивки и о мастерах, конечно же, научиться будет сложнее. То есть это должно быть понимание того, каким образом вышивка вообще создавалась и что она собой представляет. В школу поступили люди самых разных возрастов, от 13 до 75 лет, а также профессий и уровня подготовки. Преподаватели, ведущие специалисты в сфере чувашского народного искусства. Одна из них – завкафедры народного художественного творчества Чувашского института культуры и искусств Раиса Васильева, научит выполнять конкретные швы и вышивать узоры. Ценность чувашской вышивки не только в ее красоте, ценность чувашской вышивки в ее смысловом значении и местоположение этого орнамента. Я думаю, что я могу привлечь их к чувашской вышивке, и они не только вышивать будут, они будут бережно относиться к этой вышивке, сохранять, развивать, возрождать и распространять нашу вышивку. Каждую субботу занятия в школе будут складываться из лекций и практических мастер-классов. Будут и домашние задания. На первом занятии для учеников провели тематическую экскурсию по музею, рассказали об истории и семантике вышивки, ее роли в жизни чувашского народа. А на практике мастерицы освоили технику исполнения контурных швов. Светлана Каликова сама взяла урок вышивки и освоила первые швы. Вот эти старинные вещи, которые маме перешли от бабушки, и работа мастериц, они вызывали, конечно, неподдельное уважение и восхищение, потому что когда ты берешь вышивку настоящего мастера в руки, всегда первый вопрос – как это возможно было сделать? Желание обучиться вышивальному искусству привело Ольгу Логинову из Красночитайского района прямиком в музей чувашской вышивки. Будучи по профессии швеей, она строила свои большие планы. Ради них она готова приезжать в Чебоксары в каждые выходные. Моя мечта, конечно, купить вышивальную машину. Она очень дорого стоит, но я думаю, своими усилиями, учись этим ручным вышивкам, я продолжу. У меня растут 2 доченьки, хотел бы тоже так же, как я, они вышивали. Я, конечно, их буду учить. Самому старшему ученику Нимфодоре Архиповой исполнилось 75 лет. Она владеет многими техниками вязания, спицами и крючком, вышиванием крестиком и бисером. Много лет выступала в фольклорном ансамбле. Теперь решила совершенствоваться и в чувашской вышивке. Нравится мне, очень нравится. Красиво же очень. Хочу научиться чувашской вышивке. Я же чувашка, как это не знать свою вот эту национальную вышивку. Хоть и на старости лет. Кроме живых занятий, Чувашский национальный музей разрабатывает видеоуроки и онлайн-курсы по чувашской вышивке. О них особенно просили чуваши, живущие в других регионах России. Первый видеоурок музей представит 26 ноября, в день чувашской вышивки. Екатерина Шеверова, Юлия Дюкова, Николай Скворцов. Республика.